Пришествие культуры совпадает с рождением интеллекта. Мы рады приветствовать всех зрителей национального канала. В эфире программа «Культура». С вами Элиза Барахоева. И вначале коротко о главном. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьями встать в округе, без них идет кино. Этот праздник со слезами на глазах. В Ингушетии, как и по всей стране, отметили День Победы в Великой Отечественной войне. На такой относительно маленькой территории, пожалуй, нет в Российской Федерации ни одного субъекта, где сосредоточено столько объектов на такой маленькой территории. В процентном соотношении. В процентном соотношении, да. О сохранении культурно-исторических памятников нашего региона нам поведает Тамерлан Кадзоев, председатель Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия. Кавер ингушской скрипачки Зухры Нальгиевой на композицию «Sia Unstoppable» завоевывает популярность по всему миру. Есть события, над которыми не властно время. Они навеки останутся в памяти народной. К ним относится Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 80 лет отделяют нас от Великой Победы. Но с каждым годом эта победа становится все ценнее и дороже. День Победы – это праздник, объединяющий поколения. 9 мая по всей стране прошли торжественные мероприятия. Не осталась в стороне и наша республика. Министерство культуры региона организовало насыщенную концертную программу, которая окунула зрителей в атмосферу памяти и уважения к героизму военных лет. На площади Алания в Магасе царила невероятная энергетика. Артисты оживили знаменитые музыкальные произведения, напоминающие о подвиге народа во времена Великой Отечественной войны. Эти композиции стали символом стойкости и мужества. Ну а сюрпризом для всех был номер в исполнении председателя правительства Республики Ингушетия Владимира Сластенина. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьями встать в округе, без них идет кино. Песня, как важный элемент культурной памяти, увековечивает подвиги героев. Каждое исполнение звучало как дань уважения тем, кто сражался за свободу. Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов поздравил всех с 80-летним юбилеем победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув значимость этого патриотического праздника. Это день, который сегодня мы празднуем. Празднуем, потому что победа далась нашим предкам очень нелегко. Она забрала много жизней, много огорчений и трагедий для многих людей. У нас 27 тысяч миллионов людей погибших. Вы знаете, но поисковые у нас есть группы, бригады, которые до сих пор находят без вести пропавших. И я думаю, эти цифры, они будут пополняться, к сожалению, погибшими. Сегодня мы можем гордиться нашими сыновьями, мы можем гордиться нашими предками. 21 тысяча ушли на войну жителей Ингушетии. Погибло 6 тысяч. Далгеш Долца Давянча. Герои России тогда были, и сегодня у нас уже есть герои России, которые это звание вручил им президент, которые отстаивают уже на подступах границы нашей, стратегической границы. И мы будем чтить
всегда восхищаться нашими воинами и будем восхищаться всеми людьми, которые у нас отдали жизнь и сегодня стоят на страже. Хочу всех поздравить с Днем Победы. Хочу, чтобы в этой жизни горечь никогда не доходила до наших детей. Уберечь их от этого. Детей, наших мам, наших сестер. Поэтому с праздником вас! Мяш могуш халдвей, алят тубохогвей. Люди разных возрастов и поколений собрались вместе, чтобы отметить важное событие и вспомнить о значимости мира и согласия. Концерт напомнил молодому поколению о важности памяти, связанной с Великой Победой, самоотверженным подвигом народа. Зрители активно включались в концерт, подпевая артистам. Это создавало атмосферу единства и сопричастности, где каждый чувствовал себя частью общего дела. Праздник, который добивался многими жизнями, бессонными ночами, боями, подвигом советского народа. Я хочу пожелать в этот день всем мирного неба над головой, чтобы наша страна всегда была первой и всегда победа была за нами. А мы очень постарались, чтобы сегодняшний день запомнился жителям республики. Мы организовали более 150 мероприятий в эти дни, которые посвящены Великой Победе. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Подобные мероприятия способствуют формированию общей идентичности и гордости за свою историю, за свою родину и свой народ, а также укрепляют дух единства в обществе. Ингушский край имеет богатую историю и культуру. Наша с вами задача – сохранить и приумножить наследие, которое оставили нам предки. О том, какая работа проводится в целях сохранения культурно-исторических памятников нашего региона, нам поведает Тамерлан Кадзоев, председатель Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Расскажите, какая работа проводится вашим ведомством? Как орган охраны объектов культурного наследия, региональный орган охраны объектов культурного наследия, мы проводим работу по сохранению, приумножению объектов культурного наследия. Хочу сказать, что у нас очень богатый край в этом направлении. У нас очень много памятников истории и культуры. В настоящее время на территории республики около 4000 объектов культурного наследия. Архитектурных памятников и археологических памятников. В горной части республики и на равнине. На такой относительно маленькой территории, пожалуй, нет в Российской Федерации ни одного субъекта, где сосредоточено столько объектов на такой маленькой территории. В процентном соотношении? В процентном соотношении, да. В основном культурное наследие представлено башнями, жилыми, боевыми, полубоевыми башнями, склепами. Но на равнинной части у нас в основном находятся объекты археологии. Курганы, могильники, городища. Практически во всех районах республики. Много их в Назрановском районе, много в Сунжинском районе, в Волгобекском районе. Каковы основные принципы вашей работы? Сейчас, вот как мы знаем, да, начался, скажем, строительный бум реставрационный. В горной части проводятся работы по сохранению объектов культурного наследия. Это благодаря договоренности главы республики Мамуд Алимак Шариповичем Калиматова с известным меценатом Михаилом Савельевичем Гуцериевым. Эти работы начались в 2023 году. В настоящее время в отношении около 10 комплексов проводится работа. Это большая работа. До сих пор подобных работ у нас в республике не было. В планах на 10-15 лет завершить все реставрационные, консервационные работы, работы по сохранению. Программа сама рассчитана на 10-15 лет. Какую роль в этом общем деле играют архитекторы? Можно сказать, что ключевую роль.
ключевую роль, потому что архитекторы разрабатывают проекты. У нас в нашем регионе работает известная питерская компания ISM Group. Практически все наши проекты разрабатываются этой компанией. А есть ли нехватка кадров? Вы сказали, что работает санкт-петербургская, да, компания. А из местных архитекторов задействованы? Мы работаем над этим, чтобы привлекать своих проектировщиков, своих архитекторов. Над этим работаем. Ну, необходимо, вот, на мой взгляд, необходимо создать две-три компании, в которых задействовано в пределах 3-5 специалистов, квалифицированных специалистов по разработке проектной документации. Работы очень много. Я думаю, что 1-2 фирмы не осилит. Ну, над этим мы работаем. Нехватка у нас еще археологов. Есть у нас археологическая подведомственная организация комитета, археологический центр. Из-за того, что до начала работы, реставрационных работ, необходимо провести на большинстве комплексов археологическое исследование. Археологические исследования, да. Поэтому эта работа тоже нехватка в кадрах. Также привлекаются? Да, также привлекается, но мы стараемся в основном привлечь своих специалистов. Там, где можно, максимально задействовать. Сейчас наши все специалисты задействованы. Они имеют, все специалисты, их не так много, но они задействованы сегодня. Они работают и сегодня, и в выходные, и любые дни. И будничные дни, и выходные работают. Ну, проделана на самом деле колоссальная работа. И как вы считаете, наши люди, вот простые жители, да, Ингушетии, насколько они стали уже более осознанно подходить к тому, что то, что сейчас сохраняют и реставрируют, это нужно все-таки беречь? Подход, скажем так, каждого обывателя совершенно другой. Совершенно другой. Люди видят, принципиально важная задача не только их отреставрировать, но их сохранить. Сохранить в каком плане? Бережно относиться к ним. Бережно относиться. Я думаю, что в этом направлении у нас меняется сознание людей, меняется. Они более, вот мы выезжаем часто в горы, более бережно относятся. Даже в местах отдыха, даже вот видно, что как люди поддерживают порядок. Это ежедневно мы видим, и это, конечно, положительные моменты. Вот это я и хотела уточнить, поскольку у вас в ведомстве наверняка больше информации, ведь вы реставрируете, а потом через некоторое время вы наблюдаете, да, контролируете, и вам уже для вас бывает видно и заметно, насколько это все сохранилось и держится. Конечно. В этом вопросе мы как-то делаем есть положительные моменты. Да. Скажите, восстановление и реставрация каких памятников сейчас стоит наиболее остро? Сейчас, в данный момент, проводится работа на таких комплексах, как Нижний Пуй, Эббан, Хайрах, Дашлоке. В планах на этот год где-то разрабатывается проектная документация на 8-9 проектов. На некоторых работы начнутся в этом году, на некоторых в следующем году. Но проектные работы будут завершены в этом году. Вопрос восстановления нашего всем известного памятника архитектуры, археологии храма Тхабаерды стоит остро. Недавно в прошлом году были проведены археологические работы в отношении этого памятника с наружной части памятника, вокруг самого храма. И в результате было обнаружено 3 поселения. Мы их поставили на учет. Это 3 археологических объекта. В этом году планируется провести археологические работы, полевые археологические работы внутри храма. Для этого сам храм находится в аварийном состоянии. Там стены, особенно южная стена, вызывает особую, скажем так, тревогу. Беспокойство. Да. Разработан проект укрепления храма снаружи, чтобы он не разошелся, да, для безопасного поведения внутренних работ. После проведения археологии
ну, скорее всего, со следующего года начнутся реставрационные комплексные масштабные работы на этом памятнике. Помимо этого объекта, тоже очень известный памятник архитектуры, это Вовнушки наши. Там необходимо, особую тревогу вызывает не сами башни, они более-менее, скажем так, в более-менее неплохом состоянии. Но их строили на совесть. Да, их строили на совесть. Но сама скала, она находится, ну, скажем, в нехорошем состоянии. То есть там внутри образовались значительные пустоты, и в любой момент скала может как бы сдвинуться. И мы знаем, что если сдвинется скала, то что может случиться с самими башнями. А возможно ли это как-то предупредить, чтобы этого не произошло? Разработан проект реставрации этого памятника, но с усилением скалы и с последующей реставрацией самих башен. То есть, если мы на природное явление не можем никак повлиять, то здесь решение вопроса только усиление самой конструкции, только, как я поняла. Как бы технический подход к вопросу, это очень сложный вопрос. Специалистов не то, что в нашей республике по усилению скалы. По всему миру, да? В России таких специалистов очень мало. Вот я недавно ездил в командировку в Крым. Есть всем известный памятник «Ласточкино гнездо», да, в Ялте. Примерно по такому же принципу. Вот там тоже памятник стоит на скале. Вот я интересовался у своего коллеги, как все сделано, кто делал, как они... Там тоже усиление скалы было. Ну, решение вопроса есть. Мы подключили специалистов за пределами республики. Ну, в этом направлении идут работы. Самая главная задача – усилить скалу. Дальше дело техники. Реставраторы по башням у нас есть. Хорошие реставраторы по башням. По башням мы разберемся. А по скале немножко сложновато. Но тоже вопрос решаемый. Но мы уверены, что у вас непременно все получится. Желаем вам успехов в работе. Спасибо за интересную беседу. Ну, будем работать в этом направлении. Вам спасибо. Напоминаем, что у нас в гостях был Тамерлан Кадзоев, председатель Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия. 8 и 9 мая в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия прошли Дни открытых дверей. Все желающие смогли не только бесплатно посетить выставку к 80-летию Победы под названием «Участие ингушей в Великой Отечественной войне», но и получили в дар каталог выставки, который был выпущен к юбилейной дате при поддержке Министерства культуры региона. Также сотрудники музея провели для гостей экскурсии по другим выставкам. Посетители остались под впечатлением, и, возможно, данная акция послужит мотивацией для того, чтобы вернуться в музей вновь и привести с собой родных и близких, друзей и просто знакомых, для того, чтобы культурно обогатиться и расширить свой кругозор. Кавер ингушской скрипачки Зухры Нальгиевой на композицию «Sia Unstoppable» завоевывает популярность по всему миру. Отметим, что Зухра является артисткой Центра театра, кино и креативных индустрий Республики Ингушетия. На данный момент она находится на обучении в Стамбуле. Зрители национальной телерадиокомпании «Магаз» будут первыми, кто увидит данную работу. Приятного просмотра!
На этом наш выпуск завершен. Спасибо всем за внимание. До новых встреч на телеканале «Магаз».